Это новости спорта. Здравствуйте. Российские саблистки в финале командного турнира чемпионата мира по фехтованию победили сборную Франции. Встреча завершилась со счетом 45-40. Финальный укол соперницам нанесла теперь уже 8-кратная чемпионка мира Софья Великая. Также в составе российской команды выступали Яна Егорян, Софья Позднякова и Ольга Никитина. В общекомандном зачете чемпионата сборная России заняла первое место, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Вторыми финишировали французы, в их активе 2 золота и 3 серебра. На третьей позиции соревнования завершили спортсмены из Южной Кореи. На их счету 2 золотые и 2 бронзовые награды. Российские спортсмены завоевали 3 медали в 11-й день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Гванчжоу. Награда серебряного отлива в копилку сборной принесли Юлия Ефимова в заплыве на 100 метров брасом и Евгений Рылов в заплыве на 100 метров на спине. Обладателем бронзовой же награды на дистанции 200 метров вольным стилем стал Мартин Малютин. В медальном зачете первое место занимает сборная Китая. У нее 16 золотых и 10 серебряных, а также 3 бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте, имея в активе 9 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали. На третьей позиции команда Австралии. На ее счету 4 золота, 2 серебра и 4 бронзы. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Молдавии со счетом 8-0 в матче отборочного турнира чемпионата мира и вышла во второй групповой этап. Соревнования проходят в Москве. В составе сборной России хэт-триком отметился Федор Земсков. Дубль на счету Бориса Никанорова. По одному мячу забили Артур Папоротный, Алексей Макаров и Дмитрий Шишин. На втором групповом этапе россияне сыграют со сборными Азербайджана, Испании и Швейцарии. В другом квартете встретятся команды Белоруссии, Португалии, Польши и Италии. В первом матче россияне сыграют с командой Швейцарии. Встреча состоится 24 июля. Якутские спортсмены завоевали 6 медалей чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Чебоксарах. Республику на соревнованиях представили 6 спортсменов. Подробности в следующем материале. Вика занимается толканием ядра около года, но уже добилась результатов. Она стала победительницей на играх народов Якутии, которые недавно прошли в Амгинском Улусе, и сейчас завоевала титул чемпионки России. На чемпионате России по легкой атлетике участвовала в первый раз. Мне очень понравилось. Для себя я нормальный результат показала. Этот чемпионат является предотборочным турниром на Паралимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. Победу на нем можно считать серьезной заявкой на участие в предстоящих играх. Но чтобы пройти окончательный отбор, спортсменам нужно соответствовать еще ряду требований. У сборной России очень много сейчас критериев для попадания в состав сборной. Это у нас, во-первых, нужно быть обязательно в пуле Всероссийского антидопингового агентства. Нужно уже быть... До момента соревнований нужно сдать 2 допинг-контроля, внесоревновательный и соревновательный. Также еще нужно быть в топ-4 мирового рейтинга. Следующий год для спортсменов очень важен. Определятся спортсмены, которые получат путевки на Паралимпийские игры. Старты начнутся уже с самого начала года. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. Женская сборная России стала победителем чемпионата Европы по волейболу сидя, который прошел в Будапеште. В рамках группового этапа наша команда одержала 4 победы со счетом 3-0 над сборными Финляндии, Италии, Украины и Великобритании. А в финале российские волейболистки во второй раз встретились с соперницами из Италии и вновь одержали победу. Следует отметить, что свой вклад в победу россиянок на континентальном первенстве внесла якутянка Алена Дмитриева, входящая в состав национальной команды с 2015 года. До сих пор, до этого времени, команда Италии не была такой яркой, что ли. У них новый тренер появился из Бразилии. И как бы они были на этом чемпионате темной лошадкой. И мы не знали, какие они. Команду в целом мы не знали. И главным соперником мы видели их. Наши мальчики тоже заняли первое место. И там... В финале они играли с одной из сильнейших команд. С января месяца целенаправленно будем заниматься уже на Паралимпиаду. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни якутского и российского спорта.